Спустя 10 лет все же уговорил себя посмотреть американский вестерн «Горбатая гора» Энга Ли, релиза 2005 года. Уверен, что большинство из вас скажет, что фильм про геев, более того, про гейский роман американских ковбоев середины 60-х годов прошлого века. Да, наверное, так и есть. Но досмотрев данный фильм до конца, мне в голову пришло совсем иное, чем всем остальным его зрителям. Итак, автор романа фактически признала, что еще в 60-х годах в Америке в каком-нибудь захолустном городе типа нашего Красновишевска население этого городка могло свободно убить двух мужчин, связанных любовным романом, и никто не стал бы даже расследовать обстоятельства их убийства. О чем я? О том, что в каждой стране есть проблемы и проблемы разные. Например, в те же 60-е годы в СССР гомосексуалистов, если и недолюбливали, то точно камнями на окраине города не забивали и не водили своих детей смотреть на их трупы с оторванными членами. Но что происходит дальше? А дальше происходит то, что народ США, вставший лицом перед какой-то существенной проблемой, ее решает. И он ее решает довольно эффективно. Таким образом, уже спустя 40 лет американское общество стало настолько толерантным к представителям сексуальных меньшинств, что разрешило заключать браки между однополыми гражданами США. Все ли проблемы в связи с этим решены? Мне думается, что нет. Например, лично я не понимаю, зачем разрешать однополым парам усыновлять детей и тому подобное. А в России все наоборот. Вместо того, чтобы решать проблемы, правящая группировка их загоняет в угол. Изъяв довольно странную еще советскую 121 статью из Уголовного кодекса, элита приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, назначив за это пока только административное наказание. То есть, по так составленному закону, если я на своей странице на сайте ВКонтакте напишу, что полюбил Петю и как это клево любить Петю, то фактически завтра ко мне уже придет мент составлять протокол об административном правонарушении. Другой вопрос о разрешении однополых браков. Тут уж все проментовские настроенные депутаты Госдумы и члены правительства обозначились за последние несколько лет в СМИ со своими лозунгами «этому не быть никогда», что говорит о низком уровне их профессионализма в отличие от американских, например, коллег. В чем суть проблемы-то? Да в том, что совместно живущие люди, независимо от пола, создают совместное хозяйство, накопление и тому подобное. Вопрос тупо не из области морали, а права и экономики. Не хотите разрешать однополые браки в России и не надо. Сделайте, господа деревянно-лобые, проще. Примите поправки в гражданские и семейные кодексы о совместном режиме имущества на основании договора о совместном проживании лиц, сожительствующих друг с другом более 1 года. Вот и все. Но нет. Нужно попиариться на эмоциях консервативно настроенных, несвободных и безграмотных граждан РФ относительно вопросов личной морали, прессуемых моралью общественной. При этом мы отчетливо понимаем, прожив свои 30-50 лет жизни, что как минимум 25% в той же Госдуме и правительстве РФ, как заявляют и некоторые ученые, являются или латентными гомосексуалистами, либо склонными к гомосексуальным отношениям. Но в том-то и отличие американского общества и правящей элиты, что та преодолевает проблемы на благо интересов своих таких разных граждан, тогда как российское общество и так называемая правящая элита только их усугубляет. Нам никогда не то чтобы перегнать, а даже подбежать поближе к спине Америки не удастся уже никогда. Дамы и господа, если вам хоть сколько-то понравилось это видео, то подпишитесь, пожалуйста, на наш видеоканал на сайте YouTube. Заранее всем спасибо, всем удачи, пока!